Всем доброе время. Меня зовут Вагарма Патмаева. На сегодня я нахожусь в городе Якутск. И здесь я познакомилась с очень интересным человеком. Зовут его Максим Архипов. Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, где работаете? Здравствуйте всем. Меня зовут, сказали, кто. Значит, я врач, работаю по специальности анестезиолог-реаниматолог, по основной специальности. А так я работал во многих областях. Был терапевтом, врачом спортивной медицины ФК, восстановительной медицины, также в области гериатрии с пожилыми, но также с детьми тоже работал. Ну, в общем, во многих областях успел поработать за неполные 20 лет. Так, у меня к вам вопрос. Вы принимаете продукты правильного питания, и расскажите, пожалуйста, подробно про продукт и еще про свои результаты. Ну, для меня, конечно, это открытие. Данный тут трудно назвать, что это на самом деле. Кто говорит БАД, кто говорит лекарства, кто говорит, что это какие-то витамины. На самом деле ни то, ни это, ни другое. Это совершенно другой подход к созданию клеточного питания. Это именно клеточное питание. Именно продукт правильного питания, который позволяет человеку перейти на новый качественный уровень жизни. И, естественно, для меня было открытием то, что существует очень много БАДов на самом деле, очень много лекарств. В принципе, каждый год открываются какие-то новые технологии, новые возможности для людей, для восстановления своего здоровья, для лечения. Но вот такой эффективности высокой, с таким минимальным количеством самого питания, по сути, в сутки уходит только 3 капсулы. 1 капсула утром и 2 капсулы вечером. И это заменяет, на самом деле, больше 50 видов БАДов, микроэлементов, витаминов, а может быть даже фармакологических препаратов. При этом, что интересно, это клеточное питание никак не противопоставляется фармакологическим лечениям, потому что многие люди десятками лет пьют таблетки, химические препараты искусственно синтезированные, естественно, от них отказаться невозможно. Но благодаря вот этому, этой новой технологии, по-другому назвать я даже боюсь, это высокая технология, человек может одновременно начать принимать данный продукт, и постепенно потребность в дальнейшем отравлении своего организма теми же фармакологическими, искусственными, химическими препаратами отпадает. Вот. Я сам в этом убедился действительно на своих пациентах, на своих родных, ну и на себе. Ну, я относительно молод, конечно, 44 года, куда мне. А так, моему отцу 78. В общем-то, у всех у нас родители не молодеют, они только становятся старше, мудрее и больше заболеваний, конечно. Да? Поэтому, конечно, надо начать именно со своих родных. Потому что мы все хотим, чтобы наши родные пожили дольше. А с каждым годом у нас почему-то заболеваний все больше. А лекарства одни и те же. Поэтому я убедился действительно в высокой эффективности, скажу как опытный врач, тем более у меня есть возможность контролировать по анализам, как было до, как во время приема и насколько быстро происходят положительные изменения по картине крови, по биохимическим показателям, даже по УЗИ, потому что у людей рассасываются кисты, узлы, новообразования. Даже помогает, казалось бы, при запущенных и уже при тех случаях, когда уже вроде бы помочь нечем, человек уже обречен, предположим, та же онкология последней стадии, действительно там помочь нечем, но там цель другая, чтобы человек последние свои дни прожил достойно, качественную жизнь, и при этом, что интересно, при этом продляется жизнь. Если человеку дали действительно мало дней, но при этом он проживает в 2, в 3, а то и даже в 10 раз дольше, чем ему каждый день золотой. Вот еще у меня вопрос. А у вас встречались люди
вот с такой проблемой онкологии? Вот онкологии результаты какие были, нет? По онкологии результаты есть. Потому что, ну, во-первых, что такое онкология? К сожалению, с каждым годом онкология только увеличивается. Увеличивается. У нас условия для лечения онкологических заболеваний в Якутии ужасные. Я громко говорить не боюсь, потому что все об этом знают, включая самих специалистов. Я очень уважаю своих коллег, потому что они работают в жесточайших условиях, отсутствие всего, и начиная от здания и заканчивая. А больных все больше получается. Но при этом эффективность не только у нас, но и во всем мире традиционно применяемых методов лечения, она очень низкая. Что химиотерапия, что лучевая, что хирургические методы. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что это есть замена, но это великолепное дополнение для людей, находящихся в трудном положении, проходящих химиотерапию, ту же лучевую, после операции. При всех этих случаях губится очень сильный иммунитет. И между теми же сеансами химиотерапии очень быстро нужно восстановить иммунитет. И вот эта технология позволяет в кратчайшие сроки, даже у запущенного пациента, у истощенного, повысить качество жизни, восстановить иммунитет и жить полноценной жизнью. А что может быть лучше?